Ассаламу алейкум, друзья! Добро пожаловать на канал Чечен Синдром. Друзья, прошлое мое видео было посвящено чеченцу-футболисту из американского клуба Свау Парк Рейнджерс Расамбеку Ахматову. А сегодня я хотел бы вам рассказать еще об одном футболисте чеченского происхождения, капитане французского клуба Монпелье, Амире Адуеве. Сразу хотелось бы сказать, если в моем рассказе будут какие-либо неточности, прошу сильно меня не ругать, так как вся информация собрана в сети интернет. Амир родился 11 мая в 1999 году в станице Орджоникидзевская, Республики Ингушетия, нынче город Сунжа. Уже в раннем возрасте Адуев переехал с родителями во Францию, поэтому он имеет гражданство этой страны. Именно на французской земле Амир начал заниматься футболом. Если верить французским СМИ, первым тренером мальчика был его отец, который до сих пор обучает детей премудростям самой популярной игры на планете. Вообще семья у Амира спортивная. Его старший брат Ислам – дзюдоист, выступающий в тяжелой весовой категории. Рост у футболиста 184 сантиметра, вес 77 килограммов. Полузащитник. Судя по нарезкам его игры, можно сказать, что молодой футболист, скорее, близок к позиции центрального атакующего полузащитника, обладает хлестким ударом, взрывной скоростью, а также умением отдать качественный разрезающий пас. Начинал спортивную карьеру в клубе Авиньон в 2005 году. С ноября 2005 по июнь 2012 года играл в клубе Ане Ле Шато. С июля 2012 по сегодняшний день находится в рядах профессионального французского клуба Монпелье. В этом клубе Амир выступал за разные возрастные категории, пока не оказался в молодежной команде паладинов. Полузащитник показывал настолько высокий уровень игры среди сверстников, что в скором времени примерил капитанскую повязку. В 2017 году его впервые вызвали в сборную Франции для юношей не старше 18 лет. Вообще, 2017 год можно назвать переломным в карьере футболиста. Он может запомниться для полузащитника не только вызовом в сборную, но и отличной игрой на Кубке Гамбардиола. Турнир организуется для парней не старше 19 лет, и тогда в финале играли Монпелье и Марсель. Основное и дополнительное время не выявили победителя, а решающий пенальти забил как раз Адуев. В прошлом году ребята из Монпелье вообще стали чемпионами Франции в своем возрасте. Финальный матч против Кана закончился со счетом 1-0. Победный гол забил Адуев. И да, у парня есть персональные фанаты. На этом видео есть два болельщика в футболках с фамилией Адуев на спине. 2 февраля 2018 года Адуев подписал первый профессиональный контракт с Монпелье. «Я очень рад подписать соглашение с Амиром», — сказал президент Монпелье, Луи Николин. «Он помог нам выиграть Кубок Гамбардиола в прошлом году». Десятки предложили первый в карьере профессиональный контракт. По словам президента Монпелье, Адуев является одним из самых перспективных игроков юношеской команды, и его чаще будут привлекать к основе. «Я тоже очень счастлив подписать профессиональный контракт с моим клубом. Сбылась мечта, и теперь моя очередь делать работу, чтобы укрепиться в основном составе. Мне крайне интересно, как именно я смогу найти общий язык со своими партнерами. Сейчас же во мне преобладают радостные эмоции. Это радостное чувство сравнимо с тем, что я испытывал, забив победный гол в Кубке Гамбардиола», заявил тогда Амир. Также, в начале этого года, Амир забил победный гол в матче 1/16 финала юношеской лиги чемпионов против португальской Бенфики. Матч завершился со счетом 2-1, а решающий мяч был забит Адуевым в самой концовке встречи. К сожалению, видео с того матча я не добавил сюда, так как УЕФА заблокировала это видео. По оценкам экспертов, Амир входит в топ-10 перспективных футболистов Франции, а в прошлом году
неоднократно сообщалось об интересах к футболисту со стороны многих клубов российской премьер-лиги. Со слов представителя футболиста Анзора Гаргаева, Амиром интересовались такие российские футбольные клубы, как «Спартак» и «Зенит». «Спартак» ему предлагал приехать на сбор, чтобы посмотреть на его качество, ведь за него надо было бы платить 200 тысяч евро. Как воспитаннику Монпелье, Амир – молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывался в юношескую сборную страны, и при этом имеет российский паспорт и двойное гражданство, заявил тогда агент полузащитника. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен, но есть несколько «но». Во-первых, Адуев – капитан молодежного состава Монпелье, и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляли не только в России, но и в других европейских лигах. А вот, что сказал в то время об Амире Адуеве, старший тренер молодежной сборной России, Михаил Галактионов. Еще работая в Ахмате, я внимательно смотрел за молодыми футболистами, у которых есть потенциал вырасти в сильных футболистов. Когда работал со сборной Ю-20, хотел вызвать Адуева туда, но возникли сложности со сменой его футбольного гражданства. Адуев хорошо проявил себя в юношеской лиге чемпионов, забивал и отдавал, а сейчас тренируется с основным составом Монпелье. Спортивный комментатор Нобеля Рустамян в очередном выпуске программы «Секретные материалы» на YouTube сообщил, что интерес к Амиру Адуеву проявляли не только гранды российского футбола, но и, например, клуб «Ахмат», футболист родом из Чечни. Поэтому это логично. На то время только Ахмат сделал конкретное предложение Адуеву. Руководители клуба ездили во Францию, общались с футболистом и его родителями. Оно и понятно, ведь Амир не просто перспективный футболист, а перспективный футболист с российским паспортом, который не считался бы легионером на родине. Но однако Адуев, посовещавшись с отцом и родными, ответил отказом на щедрые предложения российских топ-клубов. Амир принял решение остаться во Франции, предпочитая продолжать развиваться в Европе, а впоследствии подписал контракт с французской командой. В 6 матчах этого сезона в юношеской лиге УЕФА Амир забил 3 гола и оформил 3 результативных паса. Друзья, а в завершении своего видео, я хотел бы от себя пожелать Амиру больших успехов в спорте и побольше мощных, пушечных голов в ворота соперника. Bonjour Yanis Amour, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va très bien. Que pensez? А на этом все. Если вам понравилось, жмем на лайк. С вами был Чечен Синдром. Спасибо всем и до новых встреч.